Чифирин. Ну и ружа у тебя, Халтаров. Чё там? Где подписчики? Сейчас подождем. Меня там, наверное, блокируют. После того, как пропустили там шортс, который взлетел на 700 тысяч просмотров. Видимо, испугались, кого там разрекламировал YouTube, короче. Там бросились там жалобы, наверное, писать на мой аккаунт. Ну, в общем, что там, помните, там этот же шортс был похоже по поводу того, что как людишки вражки вообще, в принципе, свое собственное имущество, ну, то есть не приучены к частной собственности, к владению чего-либо, то есть воспринимается это все как, ну, как божественное что-то, как что-то такое сверхъестественное, вот собственность какая-то есть, там немножко деньги заработали и так далее, чтобы там наследникам передать какое-то имущество и так далее, это воспринимается не через призму вот это мое, да, личное, а воспринимается через призму того, что ну, Бог дал, типа там, Аллах дал, Тенгери дал. То есть как будто бы что-то такое, так скажем, эфемерное, которое вот сегодня есть, а завтра бац и нету. Ну и, в общем-то, понятно, из-за чего это происходит. Это позиция вот этих воров, ну, воришей различного рода, да, то есть, которая никогда, ну, в истории появлялась такое, там, в Древнем Риме, там, в других местах, то есть, там, возникали системы, когда вот в определенных отраслях люди резко богатели, например, ну, точно так же, поскольку не было определенной традиции накопления капитала, фундамента, инвестиций, инструментов различных не было финансовых, то есть это не позволяло. И вот западный мир, капитализм, он же не так взял, раз и возник. Одни стали других эксплуатировать. Это накапливалось в течение длительного времени. И мы же видим, что капиталистические отношения, они возникли как раз из-за того, что Европа воевала постоянно. И вот на эти растущие новые армии, которые вынуждены были перевооружаться там от, значит, древкового и колющего и режущего оружия в сторону мушкетов, естественно, что с ростом армии и со всем прочим, то есть вот феодальная экономика, где там вот крепостные какие-то там что-то работали, отрабатывали, эта схема не подходила, и поэтому первые более-менее эффективно воюющие мушкетные армии, это же были голландцы, это голландская тактика в основном, то есть линейная, вот это мушкетный залп и все прочее, это же именно благодаря тому, что у них развилось, потому что у них была хорошо поставлена как раз, так скажем, буржуазная деятельность, которая потом переросла в капитализм, это же очевидно абсолютно. Так. Ну, кому это интересно? Ну, в общем, и гляжу я на этих вот всех там буритосов, там всякие окрестные местные народности. Ну и, короче, понимаешь, что это до них не доехало вообще, то есть до... Особенно после вот этого люмпина колхоза комбедовского существования, да, то есть капитализм у буритоса это вот как какие-то, как ругательство капиталистической системы. Естественно, без хорошей капиталистических установок невозможно функционирование нормального государства. Ну, вот что вот, например, хотят там, вот пример Соединенных Штатов, я сейчас в Твиттере сижу, сейчас это называется x.com, до этого он назывался Твиттер, ну и там довольно так разумно рассказывается о том, что вот пример калифорнийского коммунизма, да, там вот этот губернатор, мало того, что, значит, на фраудах по лечению
значит, в хосписах, ну, понятно, что кто лечится, это вот лечатся люди, которые доходят, у которых уже какие-то терминальные стадии болезни, да, ну, и чтобы им человеческий облик сохранить, помочь, там, немножко подколоть наркотой и всем прочим, да. Вот этих людей, ну, помещают в хоспис, они там вот доживают последний век свой, да. И 200 миллиардов ежегодно армяна постсоветская быдломасса, вот она выводила, то есть какие-то там силиконовые долины, какой-то колтех, что-то там пытаются, делают какие-то современные вещи там, значит, искусственный интеллект и все прочее. А бабки-то они вот они делали самыми там примитивным, при самым примитивным, самым таким развратным способом. Ну, это очевидно, понятно, что там это же не просто так приехали там армяне с украинцами, значит, и раз зашли и говорят, давайте-ка мы фраут будем делать, мошенничество, все прочее. Понятно, что это покрывалось на определенном уровне, там была какая-то определенная договоренность, что вот эта масса, значит, населения, что там какие-то местные царьки, типа представителей это какого-то такого бычьего криминала, так скажем, да, ну, которые вплелись вот в эту систему, значит, белую систему, которая до этого там присутствовала. Ну и безусловно, что как раньше для этого там у белых американцев были другие мигранты, там с 90-х годов, видимо, начали вовлекать вот этих вот представителей, условно говоря, как их в Америке называют, русская мафия, ну, то есть постсоветская, типа совковая мафия, это нищеброды, это нищета, это вот shithole countries. Да, ну и до поры до времени оно, видимо, существовало, но поскольку там надо было все равно какие-то, видимо, услуги оказывать, действительно там какие-то площади занимать. И поначалу это было, наверное, вполне оправдано, что вот мы мигрантов таким способом интегрируем, значит, вот они там английский учат, какую-то минимальную зарплатку получают. И вот, я вам говорю, вот один случай был, не помню откуда, но, в общем, один из моих родственников летел, значит, самолетом, наверное, это из Москвы было. И там такая дама летела, в общем, и ситуация, ну и так разговорились. И вот эта дама говорит, а я, вы знаете, живу в США, там то ли грин-карту выиграла, то ли там как-то поехала в 90-е годы, еще в начале 90-х годов. А почему Бурятия? Потому что вот ее мужа, значит, военного украинца или там еще кого-то, ну, в общем, там непонятно какая история, отправили служить в Бурятию. Ну и когда совок развалился, получилась ситуация, что вот она осталась в Бурятии, и Бурятии очень нравилась, там, значит, дочь вроде как осталась там в Бурятии жить. А вот она, когда выиграла грин-карту, ну, по-видимому, по украинской теме, с украинскими документами, видимо, тоже баба-то прошаренная, там, сгоняла, там, не русский паспорт получила, а получила украинский, там, с Украины, там, уже по грин-картам, там, чуть ли не начиная с 91 года начали заезжать в США. Ну, в общем, там как-то эта схема была очень отстроена, потому что не было же тогда интернета для того, чтобы подавать грин-карту через интернет. Там подавалось через письма. Значит, отсылались, по-моему, в местное консульство там и так далее. Ну, в общем, там заполнялась какая-то форма там и так далее. Ну, и в этом отношении украинцы-то они за деньги там все готовы тебе карту поляка сделать, там и карту венгра, и еще там что-нибудь, и цукор, и песель, укор, и все прочее там. Главное, деньги гони, короче. Ну, правда, сейчас понятно, что здесь вот информации много, что много фраудов, много мошенничества. И также там схема. То есть, вот кто-то нормально работал поначалу, там, 90-е, 2000-е годы, короче. А когда они поняли, что можно просто телевизор подарить, короче, за $600, да, и тебе все данные выдадут, и ты просто покупаешь социальный номер, там, значит, они там подписывают там в 20 документах всякие бомжи, там вот это белый мусор там и так далее, там, ну, кое-что там полным-полно. И они через вот эти все данные чик-чик-чик там проводили, что вот он там больной какой-то, кривой косой, лежит, фраут там. А на самом деле это просто было помещение, в котором даже 5 или 6 таких офисов находились. То есть, ну, мошенничество, вот, то есть, это, как говорится, жадность фраера разгубила, да, вместо того, чтобы, ну, вот,
по-честному все оказывать, да, свою копейку иметь. А зачем можно просто украсть? И для тех же вот властей штата это было выгодно, потому что они засылали эти деньги. Это же не так, ты украл там, кинул в крипту, вывел, короче, и сидишь где-нибудь на болях там и так далее. Не. Американцы, особенно по финансовым мошенничествам, тебя везде, где можно, достанут. И поэтому хитрые сомалийцы, вот сейчас в Миннесоте там тоже фрауды делают, там 48, там 50 миллионов украли. Он говорит, да, украл, судите, признаю вину, ваша честь. Время не теряя там на судебное расследование и так далее. 6 лет. Я говорю, а где 48 миллионов? Ну, списано, естественно. То есть, людишки готовы сесть, и эти тоже готовы сесть. В американских тюрьмах там отсидеть и все прочее там. Внутри диаспоры там, значит, и женят, и подженят там, и все прочее, короче. И вот этот бегает там, блогер один единственный на все Соединенные Штаты, который вот внезапно вдруг все очнулись, и, значит, вот там мошенничество оказывается. Да это все знали, и местные знали, и все прочее, это все на поверхности лежало. Что там, правоохранительные органы, не знаю. Но просто вот американская, настолько богатая Америка, что вот, ну, как бы это даже и не считалось там, я, видимо, думаю, что не считалось вообще, что даже каким-то мошенничеством, да. И, безусловно, Трамп сейчас вот порядки наводит, и под порядки, конечно, в буритосы залетают. Вот Балдан Лама, например, там тот же Чингис Тамачиров, тот вот этот несчастный гомосексуалист, который там 14 месяцев сидит. То есть мужа русачка выпустили, видимо, за то, что там мужа бурят муженек унижал там по-всякому и так далее. Ну, в общем, непонятная история. Но меня другое это поразило, потому что мне там скинули кусок видео, значит, где там великий деятель бурятского, американского подполья Балахоев, там, значит, что-то выступает. Его спрашивают, ну а что, кто там еще сидит, так говорит, в этих, в детеншенах? Он говорит, я не располагаю такой. Ну, конечно, как он располагать может какой-то информацией, когда он круглосуточно баранку крутит? Но надо же заранее подготавливать. То есть Зуиха, по-моему, никто ли этот вопрос задал, короче, Балахуеву. Ну, ребята, вы, понятно, ну вы создали там образ борца за свободу, там, я не знаю, там основателя комитета бурятской независимости там и так далее, чуть ли не базар Бородин новый. Но я говорю, вы не забывайте про бэкграунд-то, то есть, да, там где-то победитель Олимпиад и все прочее, то есть наш хороший мальчик, там, правда, с дефектом речи, что немаловажно, естественно, при ведении. Ну, надо работать над этим. То есть много известных людей, они вот как бы это исправляли, работали над собой для того, чтобы, ну, грамотно говорить, во-первых, без всяких вот этих русизмов. Ну, потому что если экран закрыть и послушать Балахоева там, да, что как там бандана, бодрячком. Ну, кто говорит из бурят бодрячком? Это вот говорят вонюшки самые такие примитивные, самые, я не знаю, то есть из какой среды Балахоев там вышел, в какой среде с ручней там полоскался. Слово бодрячком вообще невозможно на таком уровне употреблять. Чувствует себя замечательно. Бодр, свеж, готов к борьбе там и так далее. В общем, над лексикой тоже Балахуеву надо поработать все-таки. Ну, его же там будут таскать, показывать там американским этим и так далее. Он должен хотя бы выглядеть репрезентативно, так скажем. Но что-то мне вот это не нравится. Особенно не нравится то, что они вообще не знают, кто там сидит. Почему забыли этого Чингиса Будаева? Чингис этот Будаев, его взяли вместе, он там даже на одном сайте расположен. Понятно, что Балдан Лама крупная фигура, там они заинтересованы в его спасении, да, то есть в том, чтобы, ну, там, значит, вот мы там Балдан Ламу спасли, там, так далее, сейчас Балдан Лама тебе сделаем, там, датсан бурятский, значит, там, соберем трусливых бурятох, там, и так далее. Значит, с них по рублю, по доллару, точнее, соберем на 503С, короче, в общем, они там могут эти копейки списать в качестве благотворительности, вычет налоговый получить там и так далее. Ну и где-то Балдан Ламе вот какой-нибудь кабинетик, чтобы он в 65 лет, конечно, не гонял там. При этом не надо думать, что некоторые подумали, вот мне пишут, что в Траке
Это не трак, это, ну, типа бусы, это, короче, категория Б по-нашему, да, по-европейскому. Категория Б, там не сиделовские права, это не целиком фура, короче, да, это маленький такой бокс-трак, так называемый, там, до 3,5 тонн. Значит, ну и какие-то товары на нем там гоняют, перевозят. И вот я поговорил с одним трак-драйвером, как раз, у которого все нормально, у которого там сидел и все прочее есть. Оказывается, что многие штаты, вот так если посмотреть, Америка, и вот где-то посередке, через которые так или иначе не проедешь с востока на запад, да, или с запада на восток, они приняли решение, что приняли буквально свежие законы о том, что есть два типа. То есть, первое, целиком по Соединенным Штатам раньше не было закона о государственном языке. Соответственно, ты мог на любом языке говорить, не учить английский. При Трампе приняли закон о государственном языке, государственным языком стал английский. Соответственно, любая документация, любые права, любые все прочее, ты должен получать, сдавать на английском языке. То есть вот эта лафа, когда людишки сдавали, сидел на русском, она исчезла. То есть это федеральный закон и все. При этом есть два статуса в США, и раньше это не было прописано где-то в законах штатов. Там конкретно пишется, кто официально является, так скажем, лицом, которое, как вам сказать, вот нелегал и легальное положение. Легальное положение – это гражданин США с приобретенным гражданством. То есть это, так скажем, мигрант какой-то, который приобрел гражданство, стал гражданином. Вторая – это грин-карт-холдеры. И там есть разный тип грин-карт-холдер, держатели зеленой карты, грин-карты, то есть, которым вот, собственно, разрешено кататься на, получать CDL права там и все прочее. То есть там еще есть группа каких-то держателей зеленой карты, которые не подпадают под это описание. И все остальные считаются нелегалами, как бы. То есть вот согласно принятым законам. То бишь, если ты asylum seeker, если ты там, значит, еще какой-то там, значит, seeker, там, студент там и все прочее, да, то есть ты в CDL, права твоей CDL аннулируются в данном штате, выданном другим штатам. И в этом, и любые другие права. То есть ты в коммерческом транспорте, условно говоря, работать не можешь. То есть если ты физически сам перемещаешься на своей машине, проблем нет, езжай. Но если ты осуществляешь коммерческую деятельность, то есть вот этот штат Миннесота или штат Вайоминг, например, он аннулирует эти права. Раз права аннулировали, то ты теряешь право к управлению транспортным средством. Соответственно, тебя из транспортного средства изымают, транспортное средство едет на штрафстоянку. То есть, ну и здесь понятно, что есть такой нюанс, что ICE-шники теоретически, они тебя должны обоснованно арестовать. То есть ты должен подать им определенные, там, значит, сам, собственно говоря, свои собственные данные там, и так далее. Они должны будут установить твою личность, там, значит, и все прочее, и потом следом какие-то действия предпринять относительно тебя. И важно, вот и это, по-моему, все уже знают там в бурятском комьюнити, но я повторюсь для тех, кто не знает, важно не подавать никаких своих данных и идти вот как Низовкина, да, отрицалово, как это можно сказать, отказная тактика. Ничего не подписываю, без адвоката ничего не подписываю, на английском говорю, ничего не понимаю.
значит, отказываюсь имя, фамилию назвать, отказываюсь какие-то документы вам показывать и так далее. То есть у них тогда теоретически не будет оснований для задержания. И задержать они могут тебя только через решение суда. А если они приходят в суд и они говорят, а мы не знаем, кто это такой, мы не знаем, какой у него статус в Соединенных Штатах и так далее, маловероятно, что американский судья даст какие-то, значит, ну, то есть там же прецедентная система, да, что, а как вы, извините, то есть вы служба или кто вы, да, почему у вас вы пальчики не откатали, почему еще что-то не сделали, какие-то еще процессуальные действия, то есть вы должны в суд подготовлены приходить. И он их выгоняет, и часто получается такая ситуация, что, значит, если ты вот по отказной тактике идешь, которая Низовкина, значит, вот распространяла в свое время, то в США эта система будет работать. Будет работать. Единственное, что, конечно, они там начинают там всякие такие штучки делать, мол, там, давай вот мы тебя там в камеру какую-нибудь бросим там с клопами, короче, там, еще что-то. Хочешь это, подпиши вот бумажку, значит, что ты такой-такой, значит, мы тебе там камеру с кроватью дадим и все прочее. И часто людишки не понимают, какие они документы подписывают, потому что сейчас есть система самодепорта. Ты подписываешь бумажку, тебе $2600 дают, короче, чуть ли не наличкой, и самолет и депортирует. Поэтому не исключено, что на самом деле сейчас в детеншенах сидит бурят побольше, которые вот рисковали. Но опять же, зачем люди рискуют? То есть вы же знаете о том, что если у вас ребенок родился, например, да, если у вас переходите на локал, переходите там на какую-то местную работу, снизьте траты в конце концов, да, то есть семья должна как единый инструмент, механизм делать, потому что, ну, я понимаю, столица мира, США, там все возможности, вот жили вы как-то хреново где-нибудь там, я не знаю, в поселе там, в общем, с воды, это как его, с хлеба на воду перебивались и так далее. И вдруг в США приехали, и тут везде, там можно возможности, там деньги заработать и так далее. Охота красиво жить, все дешево, да. Там вот как в кино показывают, там бутики и все прочее. Ну и, конечно, там резьбу у простых людишек это срывает. Вместо того, вы же мигранты. Тем более, еще вы как asylum сикеры приехали. Если бы вы приехали как мигранты лет 150 назад, когда там сразу вам гражданство давалось, там, значит, все права там и так далее, иди вон там индейцев убивай, захватывай земли, короче, все твое будет за относительно небольшие деньги, да. Работай честно, не воруй, там все прочее, вот так вот. Сейчас-то вы в другой ситуации, вы должны понимать, то есть, и, в общем-то, по всему миру буритосов достаточно разъехалось, я так гляжу, довольно компактно. Я даже вот на шахматном турнире был, смотрю, там что-то рожи такие, знакомые до боли. Подхожу, спрашиваю, говорю, что, откуда? Якуты. Я типа, о, ну якутов-то тут маловато, хотя было в свое время, что они эти, ну, как Дель Понтиха делали, короче, они, значит, типа, мы поляки, типа ссыльные, ну, потому что туда ссылали, там был такой Сирошевский, значит, писатель, ну, там, ну, достаточно почитает здесь в Польше, там, значит, он какие-то исследования вел, там, книжки писал, причем опубликовал здесь же в Польше, там, в конце 19 века, значит, куча книжек, я где-то даже ссылку давал, ну, и вот, и некоторые вот саха, они вот такую штуку провертывали, короче, они, типа, там, карту поляка получали, там, или, может, там, какие документики на репатриацию, короче, ну, в общем, есть такое движение. Я что говорю, давай у нас мигрантское радио, говорю, давай там кусочек видео на саха. На саха языке что-нибудь скажешь, короче, там. Ой, а что, говорит, видео снимать, что ли? Что, не, там. Вот. Так, думаю, странно, что такое. Ну, колбасник, наверное, какой-нибудь. А хотя до этого, типа, там, ну, его жена или спутница сказала, они, мол, от мобилизации сюда свалили. Я такой думаю, странно. Как-то у них обычно Польша-то это вообще не такая страна, что под мобилизацией сюда сваливает, да, то есть, ну, каким-то образом они здесь проникли, да, ну, то есть, вот колбасничество и вот этот страх какой-то перед русней, да, той же Польши там и так далее, это как-то очень даже, ну, смешно для
для меня это как-то, ну, удивительно. Удивительно. Там, о каких-то родственниках что-то там думают там, и так далее. Это все требуха, это своя собственная внутренняя слабость. Потому что и родственнички же такие же точно, с гнильцой, слабенькие, стукачи. Вот это вот люмпино-комбедовская масса, понимаете? Невоспитанность просто. С детства не воспитывали личность. И вот я сейчас недавно слышал, ну вот чем феодалы выгодно отличались от всяких воришей и так далее. У них существовала система вот довольно строгого принудительного воспитания, короче. И вот этого не хватает буритосам. И я понимаю, почему все такие буритосы, вот как это, гасится все, там, боятся что-то там. То есть, пока петух там не клюнул, например, в виде айса, никто же не знал, что Балахоев, оказывается, серый кардинал всех вещей, все знает про все там это, везде участвовал, везде подписывал, везде бегал, суетился, короче. Ну вот, когда спросила Анка Зуева, ну а что там, кто еще сидит-то на этих, на Кичи-то? На Кичи-то кто еще сидит? А он говорит, да я не в курсе, не знаю, вот только там балдан лома, типа. Ну я говорю, ну ребята, подготавливайтесь хотя бы, то есть если вы готовите какие-то эфиры, ну подготавливаться надо, это выглядело, ну вообще, это, то есть вот другие кто-то, представители других движений, там чеченцев и так далее, посмотрят, что это, сходу ты не можешь там пятерых, десятерых политических заключенных бурятских, что ли. Или вот, например, озвучить о том, что Сашка-то Балахоев причастен к травле Баирова, режиссера, он же там что-то ему писал, я так понял. Ну, так это смешно получилось, потому что Сашка Балахоев у меня где-то в какой-то из моих телеграм-групп, там что-то смотрю, какой-то, ну, пакостник такой, всякие гадские комментарии пишет такой. Я думаю, что-то, говорю, надо с ним побазарить, однако. Тыкнул на контакт, значит, набираю номер. А он там то ли Ванюшкой, то ли там каким-то кавказцем что-то представлялся. Ну, вот, тыкаю, ну, видеозвонок. Раз что-то сорвалось, два сорвалось, я еще раз тыкаю, короче. И хоп, на экране у меня возникает этот, ну, соединение, все такое, чик, ну и классический этот, рояль в кустах, короче. Ну, вижу рожу, но я же вижу, что это буритос. Я ему туда кричу, я говорю, ты что, говорю, Буритосина, ты как тебя зовут, говорю. Я ему говорю, как тебя зовут, говорю, ты же Буритос, говорю, ты еще кем там прикидывался-то, ты давай, говорю, это как его, ну, на эфир выпрыгнем, ну что ты, раз ты там что-то претензии какие-то имеешь ко мне там и так далее. Ну и вот, ну это так смешно было, короче, а я вижу, что он там по экрану тыкает, короче, тыкает, и так. В общем, дотыкался до того, что, ну, звонок разорвался. Ну, это так смешно было, короче. Ну, он потом то ли выпилился с группы, то ли вообще аккаунт удалил. Ну, в общем, после того, как я его раскрыл, как говорится. Ну, это было так смешно, короче, что вот, ну, так, ну, уж, ну, если ты пакостник, ну, пакости ты до конца, короче, там, да, ну, давай там примем в эфир, там, прямой, там, все прочее, короче. А сказать-то нечего. Но я же понимаю, то есть мои предки, вот, которые в свое время Алой держали, да, там, ну, село такое есть, Алойское пространство, по фамилии Хангаевы. Их много было достаточно, они все талантливые были, достаточно длительное время, как говорится, там управляли этим селом и все прочее. Ну вот пострадали как раз вот от этих, как это, ну моя там тоже землячка, она их там по определенному этому называет. И вот сейчас как раз послал, значит, весточку, узнайте, что причастны ли к, значит, ну я точно знаю, что там раскулачивали моих предков Хомутаевы, вот этого непосредственно вашего там этого профессора, там то ли дед, то ли прадед, ну в общем. И Балахуеву, видать, там тоже где-то болтались, короче. Так что для меня это не ново, для моей генетики, для моей семьи. Так что от всяких таких представителей люмпино-комбедовской массы, значит, всякие вот такие терпеть это не замечаем, короче. С другой стороны, ну, это, конечно, смешно выглядит, когда, ну, если вот такое представительство будет, короче, да, в Соединенных Штатах Америки, что-то фонд они там решили организовать, наконец-то, с другой стороны. Да, там, ну, хотя бы что-то будет, хотя бы какая-то движуха там начнется, да.
то вы что думаете, ну американцы тупые, что ли? Там, они там десятки поколений сверхбогатые люди. То есть в каждом вот в этом своем поколении они минимум там средний класс были, да? И вы вот такого подведете объебка, да, люмпина комбедовца, дефект речи, английский не знает, материал свой не знает, говорит на русском как Ванюшка, ну такой самый примитивный. И вы что думаете, они не поймут, что вы им врали, что ли? Что вот он лидер, блядь, там это, там какие-то документы готовил и так далее. Они скажут, да вы что, вы на что вообще рассчитываете? И поэтому я говорю о том, что вопросов очень много, особенно к тем буритосам, которые вот достаточно там рано вылезли, что-то там тоже на политику подавались там и так далее, еще там в начале 2000-х годов. А где вот их труды-то, где оно? То есть они как только хорошо жить стали, как велфер получили, или бюргергель, да, у них сразу вся активность политическая прекратилась. Ну, мы вот знаем, там, например, один там известный блогер тоже в Германию попал, и все, и не слыхать его, короче, теперь. Ну, я понимаю, то есть это вот люмпино-комбедовские подходы там и так далее, то есть там, как говорится, синицу ухватили там и все прочее, да, а кто-то, может быть, и журавлишку ухватил, как он Рената Болотова там ухватил этого снеки-дога за кое-что, ну и он ее за кое-что подергал там и так далее, ну, то есть вот, понимаете, ну как, ну что это, о чем можно вообще говорить, вот, кто туда в Америку поехал, там, я помню, был один какой-то персонаж такой, у него родители какие-то чиновнички такие, ну, средние руки, там, просто чиновники, это даже не обком был, там, и так далее. Ну, где-то в совке что-то сидели, видимо, что-то, какую-то копейку имели, там, и так далее. Но этого дурачка там в Америку выслали. Я помню, мне рассказывал один чувак, он говорит, как-то с ним пересекся, там, значит, и он такой, ну, кто вот в Америку едет, типа, да, ну такое, я говорю, а что, какая разница-то там, нам надо, чтобы все буряты ехали в Америку, в особенности вот эти люмпино-комбиновцы, как раз для того, чтобы, ну, Америка их перековывала. И я вот гляжу, вот вроде там уже лет 10 или 15 прошло, но перековала ли Америка кого-то из тех, кто приехал туда? Я думаю, вряд ли. Вот придется следующее еще поколение ждать и смотреть. Но с другой стороны, учитывая то, что у буритосов вот эти семьи очень плотные там и так далее, вот они там опека это, патернализм там, да, матримония, вот это вот, когда там сидят как эти, как наседки над этими детьми, да, а из них что-нибудь получится? Выйдут ли из этого поколения Илоны Маски какие-нибудь, да? Выйдут ли из этого поколения Джозефа Безоса или какие-нибудь, например, известные ученые? Вот что-то я очень сильно сомневаюсь вообще. То есть, сомневаюсь. То есть даже вот на этом примере, на примере того, вот как там попадают буритосы вот под этот ICE там и так далее, это же, ну, по собственной, во-первых, глупости. Раз. Во-вторых, из-за жадности, что ли. Потому что, ну, я не знаю, ну, как вы могли в Америке жить, там, кататься на этих бокс-траках, там, и все прочее, чтобы не накопить какую-то определенную котлету денег, да, то есть в Японии, например, как, там жена, да, ответственна за бюджет, то есть жена там и экономит, и там всякие другие вещи делает, я вот не знаю, у буритоски, вот, ну, не знаю, у меня, в общем-то, все женщины были довольно самостоятельные, как бы там, не приходилось там беспокоиться о том, что если дашь котлету денег, она их там куда-нибудь растратит. А вот как вот у этих, у примитивных, у этих буритосов, люмпинов, комбедовцев, вот дашь ей бабки, и что она с ними сделает? Вот непонятно, то есть я вот действительно представляю вот этого, вот этих вот буритосов, которые там вынуждены там чковать, рискуют, там катаются на этих маленьких этих бокс-траках, там, значит, пытаются какую-то копейку заработать, хотя более чем уверен на локале, то есть имеется в виду внутри штата, где-нибудь там на стройках, там еще где-нибудь, там на разгрузке вагонов, еще какой-нибудь шляпе, там можно заработать нормальные суммы. Вообще
в этот, в ус не дуя, как говорится. Главное, ну, во-первых, чтобы здоровье было, ну и мозги-то тоже надо подключать. Все равно у бурятосов в целом интеллект лучше работает, потому что с детства же мы мясо едим. А вот, да, действительно, ну, там выросло в 90-х, 2000-х поколение бурятосов, которые там на брюкве, на всякой этой, на рыбе, короче, там, на... Причем не на красной рыбе, как я рос, да, а на какой-нибудь там, блядь, плотвишке, там, хренюшки, там, щучку ужирали, там, еще что-нибудь там, какой-нибудь омуль, в лучшем случае, на макаронах. Конечно, уже здоровье к 30-40 годам-то уже никакое. Мясо надо есть. И в этом отношении, естественно, что непонятная там ситуация. Я вот так все так думаю, может, ну его нахрен, короче, тут что-то суетишься, какие-то движухи делаешь там, ходишь с различного рода правительствами, разговариваешь с умными людьми, там, какие-то документы подготавливаешь, почему-то. Думаешь, ну нахрен надо это вообще? Чё, заняться собой, там, найти польскую или бурятскую женщину с приданным, и успокоиться, и не заниматься всей этой фигней, короче. Вон там же есть люди, которые будут заниматься, там, серые кардиналы, там, серые кардиналицы, карлицы там всякие, там, ну и прочие там все вот эти аутисты, шизофреники и прочие дегенераты. Ну, что же, там, ну, вроде торгуют лицом. Может, пора прекращать этой деятельностью, а потом думаешь, я же не для них это делаю, я же это делаю для себя самого, потому что, чтобы самому сидеть, как говорится, чтобы не переживать за всех остальных, потому что я только же вот критикую эту вот эту люмпено-комбедовскую массу, она неисправима, она умрет, отомрет с течением времени, эволюционно так и получится. Без этого никуда. Я с лидерами работаю бурятского мнения. Я с бурятским будущим, с бурятскими националистами работаю. Для этого мы все делаем, а не для того, что... Ну, бывает, да, действительно, такие моменты, когда охота руки опустить и так пожалеть себя, так скажем, да, что ты, для чего ты, Халтаров, этим занимаешься, да, там, чтобы вот это вот грязь под ногтями там, значит, облагораживалась. Так нет, она отомрет, она не облагородится, никогда с ними ничего приличного из них не получится. Ну, максимум мент какой-нибудь, максимум там, значит, какой-нибудь капитанишка, короче, там, усиновец, ну, а потом они, естественно, сопьются, и семьи у них такие же тоже все вот такие. Все развратные, все там, это и так далее, в общем. И уже важно, что мы сделали, это внедряем простую бурятскую национальную идею. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Что-то чата обновился сейчас. Так, просят приветы передать, приветы не передаю. Спрашивают, что там на фронтах. На фронтах затишье. Пишет, в Бурятии или я. Да, я в Бурятии. Участвую в спецоперации ПОЗа. Короче, будем там сейчас ликвидировать кое-кого. Так, Анджела Дэвис, по данным, значит, последних генетических исследований, оказалась колонизаторшей и рабовладельцей. То есть она, это как его, манкурт. Так, привет, как ты? Привет, что-то там всякие гадости пишут. Так. Ну, Кер, если что есть, давай в прямой эфир. Я тебе ссылку пришлю. Выпрыгнем, ты мне все скажешь. А так, что там, воздуханишь, как этот, как БНД. Так.
Как люмпино-комбедовские буряты эволюционировали в нормальную нацию, как корейцы и японцы? Во-первых, надо разбавить нацию корейцами и японцами, короче. Это 100%. То есть вот при независимости Бурятии мы сразу активизируем, значит, закупки. Ой, я сказал закупки, нет, мы активизируем программы по переселению, короче. То есть я вот видел японцев в Монголии, например. То есть мы заключим соглашение с правительством Кореи с Монголией о том, что, ну, вот как бы для развития бизнеса, да. И одновременно, ну, ведь есть определенная проблема в Японии. Почему? Потому что, ну, они как бы там все вот так вот скучно живут, да, там друг дружку знают. То есть размножаться неохота. В новую квартиру вот въехать даже, да, а как? У них там все ограничено по архитектуре. То есть у них квартирка там, ну, 30 квадратных метров считается большой. А ты представляешь, если мы их на землю поселим, короче, скажем, занимайтесь животноводством. Японцы вполне развитая цивилизованная нация. И животноводством сможет заниматься там и все прочим, короче, тем более с использованием японских технологий. То же самое корейцы. Предложим такую систему, короче, туда подвезем. Ну, они своих девок, естественно, будут там, так далее. Вот обмен будет. Вот этих вот всех кривых, косых, вот этих всех девок заменим. Я поэтому говорю, там некоторые, там у меня есть эти метисофобы всякие там и так далее. Они говорят, вот там это, там, пятое, десятое, да вот, метисация. Я говорю, ну и что, ну и отрежь вот так, возьми. Отрежь их, короче, там. Отдельный род сделай. Есть же у Хуатяо. Они сейчас переделали в Хусай. Я говорю, какой Хусай? Какой Хусей? Это Хуатяо все время было. А Гуан Даржиев тоже оттуда из Хуатяо. Это китаец. Китаец. Поэтому о чем говорить-то? Ну и там генетика как раз она выскакивает, что там 70-80% там у них эти китайские гены. И, естественно, в Америке надо что заниматься? Вот не по пути вот этой Ренаты Болотовой идти, а искать ВАСП. White American Anglo-Saxon. White Anglo-Saxon Protestant, так называемый, да. То есть искать нужно не еврейчик всяких там, не всяких там, ну, кто с деньгами, да, у нас же как буритоски. Она чик-чик смотрит, а он там, ну, с деньгами такой пухленький, там, какой-нибудь стрёмненький, там, и так далее. Перс. А нахрен тебе перс? Он голодранец, у него сегодня есть, завтра нету. Это что-то там фрауд какое-то, мошенничество или еще что-то, короче. Тебе нужно искать, чтобы у него дом в Мэриленде был. Понимаешь, там. Чтобы там сотни гектаров где-то земли раньше было, короче. Нахрен тебе это? Ну вот они так бегают, там вот эти вот буритоски, там, значит, там, то таджики какие-то, узбеки, там еще что-то, короче, ну, породу портят. То есть, когда там в Америке спрашивают, кто ты бурятка, а, значит, это как хуже Наташки, короче. Уже до того дошло, мне же докладывают люди, короче. Я говорю, ну, это же вот, ну, люмпино-комбедовская, это же недостаток воспитания внутри семьи. То есть, девочку неправильно растили, ее неправильно настроили. Понимаете? То есть, вот это недостаток воспитания. Почему? Потому что буритосы вынуждены с утра до ночи пахивать, работать. Отдают в такие же блядские детсады, где такая же люмпина, я помню, меня же отдали в детсад там на ПВЗ, короче. Единственное, что я научился там материться, до этого не умел вообще ругаться. Но блестяще научился ругаться, драться с русней там научился. В общем, короче, мне пару-тройку походов там хватило в каком-то детском саду. Дед-то по незнанию меня в какой-то детский сад по прописке определил, а там вот это был детский сад. Короче, он находился, получается, да и сейчас он там находится, рядом с ментовкой, которая по улице Комсомольской, короче. А там же дальше вот эти деревяшки всякие, там, где вот эти все люмпен-пролетариат, так называемый, жил, короче, там вот это все вонюшки эти. Они все такие с этими соплями были, чумазые все там и так далее, короче, в общем. Дегенераты, точно помню, короче. Ну, поскольку с детства мясом питался, кости-то крепкие, там, от меня-то им прилетало прилично.
Так, у корейцев не было 300-летнего геноцида. Ну, у них было гораздо больше геноцид. То есть, что об этом говорить-то? Трезвый Сергей пишет, конкуренция не перейдет к добру. Так. В общем, нормальное будем государство строить, а не люмпино-комбедовское, без вот этого социализма всякого там и так далее. То есть, естественно, и поэтому нам нужны контакты с теми нациями, которые, так скажем, съели коня, так скажем говоря, на условии, на вот этом, на капитализме, так скажем. Будем снова буритосов приучать любить землю, любить родину, значит, любить Бурятию. Поэтому начните уже сейчас, сегодня, с завтрашнего утра, с сегодняшнего вечера говорить про себя или громко вслух дома, в квартире, на кухне. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура, Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Всем пока и до новых встреч.